в Мариуполе, но причин для беспокойства. Para personel pencari ranjau menetralisir area kerja personil Donbas yang dibebaskan di pinggiran Mariupol. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 28 Oktober 2022. Satuan personel khusus dikerahkan mendeteksi keberadaan ranjau yang diduga akan membahayakan nyawa para pasukan angkatan bersenjata Rusia lainnya. Tampak sebelum mengecek langsung, para sukarelawan diberi arahan-arahan terlebih dahulu. Diberikan tutorial yang benar, cara melakukannya seperti apa. Kemudian setelah itu mereka langsung terjun ke lapangan. Diketahui semua benda peledak yang berhasil ditemukan dihancurkan di tempat latihan tersebut. На полосе знают, куда идти белыми лентами, обозначенный проверенный участок пока никому не известно. Саперы рассредоточились по полю, но каждый... Увидеть работу сапера его глазами позволяет наша экшн-камера. Вторая закреплена на миноискателе. Вот сапер поднимает руку, он обнаружил очередную смертоносную находку, судя по всему, мину. Достает нож, осторожно снимает слой земли вокруг. Предельная концентрация. Маленькая ошибка стоит жизни. Сапер номер 1, командир 62. Я принял, выдвигаюсь к тебе по твоей полосе. К опасной ловушке командира группы сопровождает наш оператор. Вступает аккуратно, след в след. Противотанковая мина ТМ-62. Гроза танков. И бронемашин. Замыкают и вместе с остальными уничтожают на ближайшем полигоне. Бои в этих местах шли и до начала спецоперации. Вот находим под коррозией башню танка. Поля в окрестностях Мариуполя и Новоазовска буквально нашпигованы взрывоопасными предметами от противопехотных мин и гранат до авиабомб и артиллерийских снарядов. Все это, на прежний опыт, прошел персональную подготовку под руководством саперов Международного противоминного центра Вооруженных сил России. С учетом особенностей, только в ДНР и ЛНР сейчас работают более 300 гражданских саперов. Им предстоит проверить более 400 гектаров земли, поля, трассы, придомовые участки. Работа по разминированию ведется ударными темпами, и за последнюю неделю гражданскими специалистами только на этом участке в Донецкой республике было найдено и обезврежено свыше 1500. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.